Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, сегодня я с утреца поехал на рыбалочку, заправился, вот, и буран провалился в пустоту, и вот по поселкам вода уже, как бы сейчас все тает, все ручьи побежали, и очень много воды стало под поселком. Там уже нельзя проехать на ту сторону. Мне нужно выехать на основное русло реки и поехать. Вот. Кто-то там хотел в комментариях посмотреть, как еду. Вот, пожалуйста, провалился. Вот, стою. Сейчас вот льда накидал. Сейчас буран передвину немножко сюда. На лед вытащу. Попробую выехать отсюда. Так и едем. Ну вот так и добираемся. На реке уже полно воды. Пески все оголились. Сейчас вот туда в другую протоку нырнем. Потом опять пески, потом опять протока. Там уже будем рыбачить. Хотя там еще будут пески. Жиганс далеко вон там позади остался. Ну вот, смотрите, кому интересно, если как я еду на рыбалку. Погода вон сегодня какая. Боюсь, если дальше будет плюсовая температура стоять, то все, уже на этом рыбалка закончится. Залил полный бак, видите, вот сейчас пока доеду будет половина. Надеюсь, что туда-сюда съездить не хватит. Это я полпути только проехал. Всем привет, друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня я опять приехал в нашу протоку. Вчера закрытие было для Владислава. Для меня еще не закрытие. Цель моего приезда сегодня, ну, конечно же, порыбачить, получить удовольствие и все-таки вернуть свою блесну, попытаться. Вдруг та щука попадется. По моим сведениям, здесь не только одна щука с блесной во рту должна быть, здесь их несколько. Вот. Погода сегодня будет южный ветер. Приехал я без саней, потому что снег вообще очень такой влажный. Вот. Ну, попробуем порыбачить сегодня. Если клев будет слабенький, пораньше поедем домой. Сегодня буду делать амнистию, отпускать рыб, которых можно отпустить. Ну, которые сильно заглотили, тех, конечно, уже будем транспортировать до поселка. Вот. Ветер будет поддувать в микрофон, так что не обращайте внимания. Лунки за ночь не замерзли. Все стоят. Ну, сегодня я здесь буду как король рыбачить. Может быть, поймаю что, сишка там или еще что-нибудь. Ну, давайте посмотрим. Ну что ж, отсюда вчера ушла у нас щука. Черт.
опять сорвалась. Но плохо засела на крючок, поэтому ушла. А так голову видел. Щукарь. Клюнул на маленькую блесну. Ну, неплохо, плохо. Так, теперь нужно вытащить крючок изо рта. Аккуратненько. Небольшой такой щуренок. Ну, может, килограммчик. Отпускаем торпеду. Ушел. О. Опа. Еще один щукарь. Отдай крючок. Крючок отдай. Неплохая щучка взяла. Ну вот, освободил ее от пиявки даже. Вот пиявка. Вот она на ней была. Брысь. Ступай. Круто.
Еще есть. Есть поклевка. Еще один щукарь. Круто. Уже третий. Забурился. Эй. Во какая щучка. Ее еще трепал кто-то. Немножко пытался съесть. День амнистии. Еще в шоке маленько. Сейчас отойдет. Эй.
открываю охоту на сишков. Ну вот и еще одна рыбина. Это уже какая у нас типа по счету-то на сегодняшний день? 5-я получается. Пятая щука. Короче, забираем глаза. Этого возьмем. Так, сейчас пойдем туда, где вчера Владислав сишков ловил. Смотрите, как переменчивая погода на севере. Было пасмурно, ветрено. Сейчас небольшой ветерок, стиль почти. И солнечно. Буквально за час-полтора погода быстро сменилась. Так, где егошнее козырное место? Вот оно. Вчера он тут двух штук поймал. Сегодня наш звездный час. Сик-пыжьян нам нужен. Сик-пыжьян. Один мой хороший знакомый так посоветовал. Александр Макрушин. Ну вот, друзья, на этой чудесной ноте, пожалуй, и закроем наш сезон подледной рыбалки. Весенний. Осенний еще будет. Сегодня, как вы видели,
мне удалось все-таки поймать одну щуку. Ее мы увезем домой. Ничего у нас не пропадает. Так. Амнистировали несколько. Отлично порыбачили. Хорошо провели день. После обеда что-то вообще не ловится, не клюет. Я чуть не уснул, пока сидел. Туда-сюда ходил, тоже надоело. Вышел, пофотал туда-сюда. Фотографии можете посмотреть, зайти в Инстаграм, если хотите. Так, ну, подведем итоги тогда, да. Вообще этот сезон рыбалки, я считаю, прошел не очень, конечно, красочно, как хотелось бы, да. Те года ловилось лучше, просто нынче какой-то год непонятный. Но будем посмотреть, что принесет нам следующий год. Будет еще много интересного летом, так что ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну, я надеюсь, снимать я не буду, как буран такой уезжает вдаль там на снегоходе. Потому что возвращаться обратно тоже это трудно. Видите, вот снег уже рыхлый, как пластилин. Поэтому не буду я этим всем заниматься. Мы сейчас соберемся и домой сразу. И да, забыл сказать, когда вы будете смотреть этот ролик, я уже буду находиться на охоте. Так что вот так вот, друзья. Всем удачи! Всем удачи, благополучия, здоровья, не болейте. Вы были на канале Клевая Рыбалка. До свидания, друзья. Итак, дорогие друзья, вот, возвращаясь с рыбалки, хочу сказать, что северная природа, хоть и красивая, но очень суровая и коварная. Вот хорошо, что я сейчас вот после обеда решил пораньше уехать с рыбалки, вот так как не клевало. Дело в том, что когда утром ехал, там одна компания сидела, тоже рыбачила, я мимо проехал, я же дальше рыбачу. И вот после обеда очень резко потеплело, так, плюсовая температура. Начало очень сильно подтаивать, снег стал очень рыхлый, как пластилин. Ну и рыба не ловилась, и я поехал домой. Смотрю, тех уже нету, на снегоходе укатили уже пораньше. Ну и в общем я остался один. Когда доехал до Песков, обнаружил, что талые воды начали прямо потоком идти на реку, на Лену. И мне пришлось там на одном участке очень сильно, в общем, очень сильно погазовать, чтобы проехать этот участок. Я там чуть не остался, хочу сказать, но техника не подвела и кое-как выехал. Жаль, я не успел заснять это на камеру, конечно. Потом ехал, резкое потепление начало оттайку сильную, и также талыми водами заполнило весь лед, практически оголившийся. И вот ехал по воде, получается, полдороги.
И что хочется сказать, да, вот, если вы на севере, вот, допустим, решили куда-то поехать, порыбачить, когда начинается оттайка и талые воды начинают заходить на реку, то, друзья, будьте, как сказать, будьте мудрее, что ли сказать, и рассчитывайте свои силы и возможности. Если вы не доверяете своей технике, не уверены в своих силах, то лучше не стоит рисковать, а просто пересидеть дома небольшой промежуток времени, и все будет нормально. Но если не уверены в технике, то не стоит, конечно, рисковать. Вот мой спаситель стоит. Если бы не он, я бы сегодня сюда не доехал. Посмотрите. Снегоход Буран. Король среди снегоходов. Не побоюсь этого слова, надежный. Как автомат Калашникова. Довез, красавчик. Это снимается, чтобы капот, чтобы не перегревался. Потому что плюсовая температура как-никак. Вот хочу похвалить русскую механику за вот такой вот вещь. У меня еще длинная база, удлиненный. Очень хорошая техника получилась. Сидушка длинная. Вот это. Сидушку они поменяли. Ну вот здесь на панели немножко доработали. Вот. А утром еще, когда поехал, вот провалился в пустоты между вот где вот эти вот торосы. Но тоже, так как снегоход не очень тяжелый, сам вытащил его. Но выезд я уже не стал снимать на видео. В общем, рекомендую. Клевая рыбалка рекомендует эту технику рыбакам, охотникам. Очень хорошая техника, запчасти дешевые. Если ухаживать за техникой, то поломок практически не будет. Вот так вот. Думайте. Смотрите, думайте. Всем удачи!